Приветствую всех! В эфире передача Акмола-112. В студии я, Нурлан Хаджимуратов, пресс-секретарь ДЧС Акмолинской области. В нашем выпуске хроника чрезвычайных ситуаций, произошедших в регионе за неделю. Мы расскажем обо всех происшествиях, случившихся в минувшие 7 дней, и о нелегкой работе спасателей. За прошедшую неделю сотрудниками ДЧС Акмолинской области был совершен 81 выезд, из них 18 на пожары, 1 хлопок, вспышка газовоздушной смеси 13 на аварийно-спасательные работы, поисково-спасательные работы 4, другие выезды 4, в случае горения 41. Прошедшая неделя началась для спасателей с поисков. В Шотадинском районе Акмолинской области поступило сообщение о том, что мужчина 1946 года рождения выехал на поиск лошадей и впоследствии пропал. Вечером он вышел на связь с односельчанином и сообщил, что его автомобиль застрял, а сам он не может продолжить движение. На помощь незамедлительно были направлены спасатели ДЧС Шотадинского и Окольского районов на технике высокой проходимости. В ходе поисковых работ мужчина был обнаружен между селами Янбек и Егемен. Спасатели оказали ему необходимую помощь, извлекли автомобиль из грязи и сопроводили его до дома. В медицинской помощи он не нуждался. В Аршалынском районе ликвидирован пожар стога сена. В поселке Михайловка Аршалынского района произошло возгорание отдельно складируемого стога сена. Огнеборцы, проведя разбор и тщательную проливку, полностью ликвидировали пожар. Пострадавших нет. В ликвидации были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица ДЧС. В городе Макинск на территории частного жилого дома произошло возгорание отдельно стоящей хозяйственной постройки. Под одной крышей располагались летняя кухня и гараж. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар на площади 150 квадратных метров был полностью ликвидирован. Удалось предотвратить распространение огня на соседние хозяйственные постройки. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электропроводки. Еще один аналогичный случай в городе Кокшетау. Здесь произошло возгорание пластиковых отходов на территории одного из того города. Оперативными действиями пожарных возгорание было ликвидировано на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Воспламенение газового баллона привело к пожару. Также в Кокшетау произошло возгорание в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома. На место оперативно прибыли силы МЧС. Установлено, что произошло воспламенение газового баллона с последующим переходом огня на кухонную мебель. Пожар ликвидирован на площади 2 квадратных метра. Пострадавших нет. Самостоятельно эвакуировались 12 человек. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Авиация МЧС обеспечила экстренную транспортировку подростка в Акмолинской области. Экипаж вертолета Казавиаспас МЧС выполнил санитарный рейс по маршруту Кокшетау-Балкашино-Кокшетау. Целью вылета стала экстренная транспортировка подростка 2009 года рождения. Пациенту требовалась специализированная медицинская помощь, поэтому вылет был организован в медицинское учреждение из села Балкашино в город Кокшетау. Оперативными и слаженными действиями пилотов и врачей подросток был благополучно доставлен в пункт назначения. Вертолеты Казавиаспас находятся в постоянной готовности к выполнению задач санитарной авиации и спасают жизни даже в самых труднодоступных уголках страны. Сотрудники МЧС спасли ребенка, открыв дверь квартиры в городе Кокшетау Акмолинской области. Спасатели вызвали для проведения аварийно-спасательных работ по вскрытию двери квартиры в одном из многоквартирных жилых домов. Внутри оказался заперт 5-летний ребенок. С помощью шансового инструмента спасатели оперативно открыли дверь и проникли в квартиру. Ребенок был благополучно передан матери. МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра. Разрыв 2 газовых баллонов произошел во время пожара в городе Кокшетау. В областном центре Акмолинской области произошел пожар в двухквартирном частном жилом доме. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Тушение осложнялось разрывом 2 газовых баллонов, произошедшим до прибытия пожарных подразделений, что способствовало интенсивному распространению огня. Пожар был ликвидирован в течение 40 минут с момента поступления вызова. В ходе тушения на свежий воздух вынесли еще 2 газовых баллона объемом по 27 литров. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – поджог. ДЧС призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номерам 101 или 112.
Уважаемые жители и гости области, Департамент по ЧС просит вас соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Помните, ваша жизнь и жизнь ваших близких в ваших руках. А это была хроника происшествий Департамента по ЧС Акмолинской области.